Вот, например, идеолог русского фашизма Дугин заявил, что Путина и Трампа объединяют традиционные ценности. И поэтому отношения между странами, между Россией и США, имеют шанс улучшиться, он так сказал. Но я слушала и другое его выступление, где он говорил о том, что Трамп украл у нас. Мы были раньше во всем мире, на флаг поднимали эти традиционные ценности. А теперь Трамп украл у нас эту повестку. Плагиатор Трамп. Да. Что будет только два пола, два гендера в США. Вот что вы думаете об этом? Почему становятся популярными эти так называемые традиционные ценности? И вообще наблюдается некоторый отход даже в Европе либеральной от либерализма в сторону вот этого вот правого консерватизма, ультраправых вообще радикальных сил, которые многие из них поддерживаются Кремлем. Ну, они-то поддерживаются Кремлем, но при этом люди-то не потому их поддерживают, что они поддерживаются Кремлем, а потому что им не нравятся мигранты, может быть, потому что их задолбали вот эти нетрадиционные ценности. Вот как вы это объясняете? Почему эти так называемые традиционные ценности, хотя меня от самого этого клише тошнит, если честно, как они становятся все более популярными? Какое этому объяснение есть? Ну, я уже об этом, в принципе, сегодня сказал, и 100 раз писал и говорил. Деградация демократических ценностей. Все переходит в свое противоположное. Что делать? Вот все рождается и все умирает. Деградация, я в беседах с вами не раз об этом говорил, она проявляется в очень многих вещах, когда буква, параграфы разных уставов, организаций преобладают над духом, над смыслом, над сутью демократии. Вот это так называемые левые демократы, эти вспомните в тех же Штатах и в Европе, митинги, на которых осуждался Израиль за свою военную операцию против Хамаса. Обратите внимание, не было и близко таких широких, многочисленных, многолюдных митингов после 7 октября 23 года. Не было после вот конкретных. Более того, вот он пример деградации полнейшей Организации Объединенных Наций, когда вот это его ближневосточный филиал БАПОР, когда его члены участвовали в убийствах, участвовали в этом нападении. Куда же дальше идти? Куда дальше идти вот и в НАТО, и все, когда... Но в том же ООН, когда Россия имеет право вето, и Китай, они постоянные члены Совета Безопасности. Совет, то, что Фицо и Орбан не изгнаны из НАТО и Евросоюза, это говорит, что вот это демократические установки нуждаются в максимальном реформировании, в максимальном. И поэтому, естественно, так сказать, массы, или, как вы хотите, многая часть, даже интеллигенции, так называемой, они уходят и отдают приоритет противоположной стороне. Вот консерваторам и вот этим традиционным ценностям, которые, я не верю, что там Путин и те, ну, Дугин, может, и фанатик, вот, но не думаю, что он фанатик. Они в глубине души не верят. Это их позиция определенная, которая приносится на алтарь тоталитарного, не просто тоталитарных государств, а на алтарь тоталитаризма. Да, сейчас заметный уклон и откат. Это очень заметный и в Штатах, и в Европе в сторону вот этих, ну, в общем, вправо. Маятник качнулся вправо.